Всего в 20 километрах от Уфы расположен Иглинский район. Его границы простираются от столицы республики и до Челябинской области. А на территории 120 деревень. И руководит здесь районом женщина. И сегодня мы узнаем, какой подход в управлении использует прекрасная половина человечества. Наталья Анатольевна, вам вопрос по поводу Отбердина водоснабжения. По второй ночи мы запустили уже по системе воду, то есть пошло давление, и по трубам вода пошла. Так, и по дорожной деятельности. Дороги у нас тоже фонят, это очень актуальный вопрос. На сегодняшний день у нас активная работа ведется по явочному ремонту по всем сельсоветам. Утро начинается с обсуждения проблем. Как они решаются, какие меры используются и какие задачи впереди. ЖКХ, дороги, водоснабжение, благоустройство. Темы болезненные, как и в любом другом районе, но комфорт жителей на первом месте. И не все решается из кабинета. До выезда остается немного времени, и мы решили узнать, каким бывает распорядок дня главы. У вас рабочий день начинается не в 9:00, как у всех, а, наверное, как только вы проснулись уже, или как? Но, вы знаете, график у глав администрации, вообще у муниципальных служащих, у коллег моих, это не нормированный, потому что мы все как бы находимся в режиме онлайн в различных группах. Основная это наша группа, это ЕДДС группа, потому что мы в режиме тоже онлайн круглосуточно видим, что происходит в районе, какие такие чрезвычайные ситуации происходят, по инцидентам отслеживаем, где и что происходит. И, конечно же, наша задача это моментально реагировать, и поэтому работать с 9 до 6 не получается. И я всегда коллегам говорю, что мы не работаем, мы служим. В соседнем кабинете заметил такую картину всадницы башкирской с луком на коне, и она очень похожа на вас. Что это? Расскажите, что это за интересная картина? Вы знаете, я же как бы очень много лет проработала в государственной службе, и когда вот как раз ушла с государственной службы на муниципальную, мне коллеги подарили вот такую картину. На самом деле я духом воспитана в таких башкирских традициях. Я воин, я боец, ну и защитник. И вот здесь вот я, конечно, всегда говорю, что это мое духовное состояние, потому что я очень люблю свою республику, я очень люблю работать на земле, я очень люблю наших жителей. На стене кабинета много наград и памятных фото, и вдруг среди них детский рисунок. К детям, которые накануне Нового года оказались в больнице, заболели, я их поздравляла с Новым годом, и тут мальчик из Чувашкубова нарисовал мне такую картину, вручил мне, и это вот самая, наверное, моя любимая такая вещь. На самом деле это было... Он еще так мне стишок рассказал, пожелание, пожелал с Новым годом и подарил. Ну, это вот на меня нарисовал. Иглино – самое крупное село республики. Кроме частных домов, немало и многоквартирных, где нужно решать и коммунальные проблемы. По программе регионального оператора капремонт предполагался там 31-32 год. У нас несколько таких домов в Иглинском районе, и мы в этом году все-таки из-за того, что ситуация все больше ухудшается, это, во-первых. Во-вторых, у нас в этом доме проживает 3 семьи, да, участника СВО, есть многодетная семья, и здесь, конечно, мы решили поддержать своим финансированием. Из муниципального бюджета выделили, Наталья Анатольевна, 5 миллионов, и у нас... Я не знаю, как жители радуются, но я очень счастлива, что у нас это получилось. И мы вот этот дом в этом году вот уже начали капитальный ремонт крыши. Уже 40 лет практически дом стоит этот. Я помню, еще у меня отец работал тогда, когда его делали. Уже отца уже сколько лет нету на свете. И очень благодарны Божьей хоть вот поддержали, что взялись за этот дом. Контроль подрядчиков также на плечах местных властей, и нередко приходится вставать на защиту жителей. Знаете, у нас фонтан перед районным домом культуры. Его запустили, но подрядчик некачественно выполнил работы. И, к сожалению, у нас сельсовет, это был контракт с сельсоветом,
ушел в суды. 3 года они судились. 3 года мы не могли запустить фонтан. В итоге мы выиграли все суды, сельсовет выиграл все суды, значит, доказал свою правоту, подрядчик все исправил, и фонтан в прошлом году запустили. За день главе муниципалитета приходится проезжать сотни километров для того, чтобы в первую очередь все видеть своими глазами. Район длинный, большой, много населенных пунктов. Насколько часто меняете свой маршрут по ходу движения, узнав о какой-то проблеме или, может быть, в сообщениях каких-то жителей, чтобы воочию увидеть то, о чем говорят люди, пишут? На самом деле, менять маршрут и быть непредсказуемой, мне это очень нравится, я так и делаю. Район большой, 19 сельсоветов, 128 населенных пунктов в районе. Мы граничим с Ашинским районом Челябинской области. И, конечно же, общение же происходит в режиме онлайн. Я получаю сообщения в различных мессенджерах от наших жителей, ВКонтакте. И стараюсь, конечно, выехать на место. И это бывает по ходу движения. Но по ходу движения иногда приходится даже без обращения жителей остановиться. И там, может быть, где-то свалка образовалась, где-то дорога плохая, где-то освещения нет. Это тоже мимо не проедешь этого. Иглино, оно хаотично вот так вот разрослось. По сути, эта дорога, она была на окраине. Сейчас эта республиканская дорога, она фактически внутри, в центре Иглино. И вот она соединяет трасса М5, проходит через Иглино и соединяет Нуриманский район. Поток машин здесь очень большой, поэтому для нас вот очень важно, чтобы вот эту вот центральную дорогу отремонтировали. Мы с жителями очень ждем. Не только дороги, но и места отдыха нужны людям. Благоустройство парков – еще одно направление, за которое отвечают местные власти. Хоть порой это непросто. Парк Елены Иглиной – это ответственность и моральная перед иглинцами, да, и в целом, затраты сколько, говорите, в целом? 110 миллионов, да, на него? Нет, 110 – это смета реконструкции парка. Да, была 110 миллионов. И поэтапно мы сейчас, у нас ФКГС в прошлом году сколько было? ФКГС 10 миллионов. 10 миллионов, а пешеходная дорожка из муниципальных 13 миллионов мы выделили. Поэтому здесь постепенно все равно мы его приведем. И он будет самым лучшим парком у нас в республике. Какой срок себе даете? Максимум 3 года, минимум 2 года. Иглинский район пристоличный. Есть спрос на землю и дома, говорит Гузель Раисовна. В этом направлении тоже нужен контроль, иначе беспорядочная застройка создаст в последующем и инфраструктурные проблемы. Мы поддержали инвестора, но прежде чем эту работу начать, конечно, нужно понять, что инвестор здесь делает, застройщик. Потому что для нас важно, что комплексное развитие территории – это не просто застройка домов, это обязательно коммуникации, это обязательно благоустройство, это обязательно управляющая компания. До недавнего времени Иглинский район не мог похвастаться развитием промышленности. Теперь же на его территории появился производственный кластер. Сейчас вообще из чего складывается экономика Иглинского района? Вот вы говорите, конечно, да, бюджет дотационный, но вот все-таки за счет чего живет все-таки, может быть, малое, среднее предпринимательство? В основном за счет магазинов. Бюджет формируется за счет налогов, да, понятно. У нас нет крупных заводов, крупных предприятий, поэтому НДФЛ у нас небольшой, но мы заинтересованы как раз по работе с инвесторами, потому что самый главный налог – это НДФЛ, и как раз формируются рабочие места. Это, во-первых. Во-вторых, это социальная проблема, потому что наши жители Иглино ездят в Уфу на работу, а хочется, чтобы они все-таки здесь работали. К слову, глава района – частая гостья в клубе «Свое дело». В нем состоят ветераны боевых действий, которые приходят со своими идеями и готовы участвовать в общественных и бизнес-проектах. Наиболее перспективные район поддержит. Здесь было поле. В 2024 году открыли станцию скорой помощи.
провели сюда коммуникации, сделали дорогу к станции скорой помощи. В этом году вот Минздрав внутри должен заасфальтировать, потому что благоустройство было сделано, но, к сожалению, не заасфальтировано. Это как раз модульная станция скорой помощи. Здесь как раз у нас будет долгожданная наша поликлиника. Это федеральный проект, получается. Сейчас идут торги, определяется подрядчик и будет заключаться контракт. Значит, строительство рассчитано на 3 года. Ну, я надеюсь, что побыстрее, конечно, построят. Почему выбрали это место? На самом деле мы понимаем, что в поликлинику будут приезжать со всего района. И здесь есть возможность размещения, сделать парковки. Сейчас находится в центре Иглина, на улице Ленина поликлиника, и там проблемы с парковкой. То здесь, я думаю, жителям будет комфортно, удобно. Приехал, машину поставил, детей привез, в парке погулял. Лето уже наступило, а значит, безопасность на воде в зоне особого внимания. Количество официальных пляжей в этом году власти увеличивают вдвое. Интересно. Ну и напоследок у нас есть такой традиционный блиц-опрос, поэтому хотелось бы и у вас узнать несколько моментов, поэтому буквально пару слов на каждый вопрос. Так, что самое трудное в работе главы? Самое трудное, отпускать людей в отпуск, потому что, ни один человек не может знать все. От команды все зависит, поэтому очень тяжело, когда мои коллеги в отпуске. С чем засыпаете вообще каждый вечер и что бы хотели пожелать жителям вашего Иглинского района? Засыпаю с мыслью, скорее бы наши ребята вернулись и закончился СВО. Просыпаюсь с бойцовским своим характером, набравшись сил. Я своим жителям желаю крепкого здоровья прежде всего, потому что, чтобы жить и работать, добиваться, это нужно быть здоровым. И, конечно же, процветание нашему Иглинскому району. И это у нас получится только вместе, сообща, потому что вместе мы сила, и вместе мы всех победим. Звучит как девиз созидания и главное правило в работе. Диалог с жителями – путь к успешному развитию всего района, когда жить на своей земле комфортно всем.